Привет, YouTube! Это рубрика «Шах и мат». Рубрика, в которой мы расскажем о том, как Церковь Христова должна относиться к самым щепетильным темам этого мира и о том, как ученики Христа должны себя вести вне зависимости от любых обстоятельств этого мира. Ну что ж, погнали! Какова глубина взаимоотношений самой команды? То есть это должны быть близкие друзья, это должны быть просто люди, которые хорошо друг друга знают. Какой уровень взаимоотношений внутри команды? Well, the quality of relationships is the key thing. It doesn't mean we have to be best friend with everyone, but we are in one heart, one mind, one soul. We agree on doctrine, we agree on Bible principles, and we have trust. There's no competition, there's no rivalry, or these kind of things. That is important. We cannot be close friends with everyone. That in a church is not possible. But the key leadership team, they should be friends. They should spend time together, not just discussing church things, but having meal together, doing something together, or going for vacation or whatever. That is very, very helpful. Ключевой момент в этом заключается в том, что служителя церкви должны понимать, что именно качество их взаимоотношений друг с другом, оно будет перетекать в церковь, и тогда это будет определять качество отношений внутри самой церкви. С одной стороны, мы понимаем, что невозможно быть друзьями со всеми. И посему важный аспект заключается в том, чтобы мы имели единство доктрины, чтобы мы были согласны касательно основных вещей вероучения. Все упирается в то, чтобы мы следили за своим сердцем, и мы не имели по отношению к людям ни горечи, ни соперничества, ни каких-то нездоровых амбиций. Да. Но при этом, конечно, ключевая команда служителей должна стараться развивать тесные дружеские отношения, когда люди проводят время не только там за столом, в офисе, обсуждая какие-то церковные проблемы, но когда это люди, которые хорошо друг друга знают, люди, которые способны проводить друг с другом качественное время, да, и люди, которые, по сути, доверяют друг другу. So I've seen charismatic churches which are run like a board of directors. They just come and discuss church things, but they have nothing in common and they don't know each other. They don't sit together and laugh together and have fellowship. They are just business oriented, and this will never work. It will be very cold in that church, very cold. Мне попадались, например, какие-то такие команды, когда они, мне кажется, больше строятся по принципам какой-то светской компании, когда люди приходят, они друг друга не знают в реальности, как кто живет. Это люди, которые не доверяют, соответственно, друг другу, потому что они друг друга недостаточно знают. И они просто собираются и обсуждают какие-то свои проекты, они обсуждают какие-то церковные аспекты церковной жизни. Но я могу сказать так, это не будет тоже работать, потому что в такой церкви будет холодно всем. Church is meant to be a place of healing and restoration, and if there's no atmosphere of family, acceptance and love and respect, this will never work. We can preach all the right things, but it will never work. Просто церковь — это место, которое Бог предназначил для нашего исцеления, для нашего восстановления, для того, чтобы мы могли переживать в ней семью. Можно, конечно, выходить за кафедру и проповедовать разные правильные вещи, но они не будут встраиваться в церковь, если служители церкви не делают усилия для того, чтобы именно такую атмосферу между собой создавать. В процессе формирования команды, особенно если это молодая команда, случаются моменты, когда даже не какое-то греховное поведение случается, а просто находит коса на камень темпераментов, характера, может быть, каких-то личностных особенностей. Как быстренько, эффективно и мирно преодолевать этот этап? Well, we need to understand different personalities is one thing, but different ideas is something that we cannot accept. We're all on the foundation of the word, and we must all have the same understanding. We cannot build a church if we have different doctrines and we just all have different views. This is sin, no, this is not sin, this is necessary, this is not necessary. It will never work. So we must be established in the word, in the truth, and then we can see my relationship is not built on the fact that he's similar as I am. He's my brother. And I can see the good things that God has given into his life, and I need these things. And we can go together in spite of different personalities. So I think personality is one thing, and we have a variety. But character, this is, character is humility, faithfulness, honesty, and all these things. And we all
move towards the same character, which is the character of Christ. Тут важно понимать, что существует абсолютная разница между темпераментами людей и между идеями. И смысл заключается в том, что для того, чтобы команда хорошо работала, каждый участник этой команды должен приложить усилия для того, чтобы утвердиться в истине, потому что утвердиться в доктринальном единстве, то есть проработать это, потому что одно дело у нас разные какие-то темпераменты характера. Да, мы можем там с разной скоростью какие-то вещи делать, но совершенно необходимо достичь единства в понимании, что важно для церкви, что не важно для церкви, что мы считаем грехом, чего мы не считаем грехом. Это ключевые моменты. Без этого никак невозможно будет преодолеть что бы то ни было. А когда дело доходит до разницы темпераментов, конечно, я понимаю тогда, когда у нас единство доктринальное, единство в истине, что да, у этого человека, ой, он мне нравится вовсе не потому, что у него такой же характер, такой же темперамент, даже не характер, а темперамент, как у меня. Но у этого человека есть много всяких разных важных качеств, которых нет у меня, и я в этом человеке очень сильно нуждаюсь. А характер – это вообще очень ясная библейская вещь, это определено Библией. То есть характер – это верность, это искренность, это посвящение Богу, это такие всякие разные вещи, в которых нас всех в равной степени Бог призывает двигаться до тех пор, пока мы все не обретем характер Христа. Если мы говорим о команде, какие самые основные или самые главные аспекты их деятельности или сферы их влияния в церкви? According to Scripture, the elders are the overseers of the church. They are responsible for the spiritual welfare of the church and the individuals. They feed the flock, they lead the flock, they keep the flock in unity, and very important, they commit themselves to identify and to develop ministries. That is a very important aspect of their work. В соответствии с Писанием, пресвитеры церкви – это непосредственно блюстители церкви. То есть это люди, которые ставят на первое место, чтобы церковь находилась в здравии, чтобы церковь находилась в единстве, чтобы церковь... То есть они занимаются благосостоянием конкретных людей в церкви и церкви в целом. И еще очень важный момент – это люди, которые посвящают себя на то, чтобы развить других людей духовно. Другими словами, помочь этим людям развиться в их предназначении в Боге и в их служении. And the elders are responsible for doctrine. They Однозначно, decide what kind of doctrine is taught in the это church. ответственность старейшин определять, какая доктрина должна быть в церкви. And as shepherds, they protect the flock if there's dangers from outside, like false ministries who try to creep in and bring division, those kind Пастухи of things. охраняют стадо, другими словами, они наблюдают за тем, чтобы никакие лжеучителя или какие-то лжеслужителя, они не попадали в церковь и не привносили свое влияние. And they are responsible to discipline people if they live in sin and don't want to quit. The elders need to deal with these people and try to restore them, or if not possible, then to remove this person that is stubborn and wants to continue in sin. This is the job of the elders. Ответственность старейшин также заключается в том, чтобы дисциплинировать людей, которые начинают уклоняться от пути Господнего, и если они никак не могут выправить жизнь такого человека, они должны тогда удалять упрямца и бунтующего человека из стада. And very important, or maybe the foundation of their ministry, is their prayer together. They pray together. They open heaven above that church and make sure that the blessing of God is coming down on the church, that the spirit of the fear of Lord is hovering over the whole church. That is by their relationship and by their united prayer. That's their job, to bring down the blessing from heaven. И основанием всего их служения можно считать их молитву, когда их ответственность заключается в том, чтобы они ходатайствовали, они молились и открывали небеса для того, чтобы дух страха Господнего пребывал на всей церкви. То есть это люди, которые функционируют так же, как предверники, которые что-то высвобождают внутрь этой церкви. И это является полноправным и правильным основанием их служения. I've seen many leadership teams who neglect this major priority, and then they get stuck in endless discussion. What kind of equipment shall we buy, or which building should we rent, or what should we build, or all this kind of. This is not the matter of the elders. This can be done by deacons, but the elders, they rule the church, and they are standing before God to ask the blessing
and pray the blessing of God down on the church and keep the order of the church. That is their И responsibility. тоже я сталкивался с тем, что случается так, что команда старейшин начинает пренебрегать именно вот этой совместной молитвой, которая является основанием плодоносного служения. Но они встревают в бесконечных вопросах, какое оборудование купить, какое здание им лучше будет снять. И в реальности этим могут заниматься диаконы в церкви всякими практическими аспектами служения. Но ответственность старейшин управлять церковью именно посредством правильных взаимоотношений и молитвы друг с другом. And a very important thing that they have to do is they appoint the right people for the right ministry at the right time. So they set up home group leaders, worship leaders, youth leaders, or intercessory ministry, or whatever. That is their job. И их непосредственная обязанность в правильное время ставить правильных людей в каких-то определенных служениях. Вне всяких сомнений, это прерогатива старейшин церкви назначать служителей домашних групп, молодежных служителей и прочих всяких разных служений. Это их ответственность. Вернемся опять как раз к управлению церкви и служению. Какая разница все-таки между управлением церковью и служением? Let's say, I said in the eldership team, we have a shepherd, we have a teacher, we have a prophetic guy, and that is how they minister as those who are in authority. But in a bigger church, you will have many different people with a shepherd ministry, like counseling, home group leaders, and so on. They should have a shepherd heart. So they minister as a shepherd, but they don't function as leaders. They're not responsible for the whole thing. Мы до этого с вами говорили о том, что важно и полезно для церкви, чтобы в команде управления был человек, например, с сердцем пастыря, человек, способный качественно обучать слову, и человек с пророческим видением разных вещей. Но например, мы говорили именно в контексте того, что эти люди управляют церковью. Но если мы видим большее собрание, там есть гораздо больше людей, например, с даром пасторским. То есть это обычно люди, которые занимаются служением домашних групп, различного рода консультированием. Но при этом, несмотря на свой дар и несмотря на свое служение, они не находятся в позиции управления и руководства церковью. So under the church government of the elders, there will, after some time, many other ministries. But they are not in rulership. They don't govern the church. They just work in their ministry. И мы потом, в таких уже более развитых собраниях видим, что есть очень много разных людей с разными дарами служения, и они занимаются многоразличными служениями внутри той или иной поместной церкви, но они не наделены правом руководства при этом. Может быть, еще что-то, что можно добавить? There can be many things added. I think that there's a great emphasis of the Holy Spirit on this whole idea and principle and lifestyle of discipleship, because that's where it starts. You know, we talk about leadership, but where does leadership come from? Leadership comes from people who went for years through a process of discipleship. So maybe at some other time we should more discuss this important subject, because that's the foundation. Everything builds from there. На самом деле все начинается, просто это такая, наверное, завершающая мысль, что все начинается с ученичества, потому что мы сейчас обсуждали тему руководства, но откуда берутся руководители? Руководители – это люди, которые были сформированы долгими годами ученичества в своей жизни. И, возможно, мы найдем время и когда-нибудь поговорим еще больше в глубине именно на эту тему, потому что ученичество, и этому была посвящена вся наша конференция, это то, с чего все начинается. As I said already, many leadership problems just come out of this lack of discipleship. Почему? Потому что, как я уже это отмечал, многие проблемы в руководстве, они начинаются именно с того, что в жизни тех или иных, даже замечательных людей, не было достаточно ученичества. A disciple learns how to find God, how to live with the Word, how to be changed, how to become faithful, a servant. All this is done in the discipleship process. And then from the discipleship, people can take responsibility and then finally become leaders in the church. Потому что кто такой ученик? Ученик – это человек, который проходит процесс, когда он учится жить со Словом Божьим, учится искать и находить Бога, учится смирению, учится верности, учится сердцу слуги. И потом только такой человек может брать какую-то ответственность в церкви за те или иные служения и в конечном счете перерастает, например, в здорового руководителя церкви.
Последний вопрос, это And уже больше от меня. Мы уже очень давно знаем Хартвига, since we и have known you for so many years, это один из самых стабильных, and you один are из one самых of the most stable плодоносных and fruitful людей, Ну, people, библейских. Как мы можем достичь вот этой стабильности, этого постоянства? Как мы можем беречь свое сердце? И вообще, какие советы служителям он бы мог So, дать свои can личные? Секреты успешного служителя. I would say the most important thing is to watch our priorities so that we have in mind our relationship with God. That is the foundation. Many people, after some time, they get ministry oriented and they try to push their ministry to let the ministry grow, and then they neglect their personal relationship with God. And many times, at least in the West, we see people get burnt out. You know, they have no more energy and they are frustrated. So the personal relationship with God, with the Holy Spirit, this is the foundation. And we have to watch the way we spend the time and what is the most important thing in our life. я бы сказала, что все упирается в приоритеты. То есть самое главное, что всегда должно быть самым главным в нашей жизни, это наши личные отношения с Богом. Потому что спустя какое-то время люди, которые вовлекаются в служение, они делаются служение ориентированными. То есть все свои усилия и время они начинают вкладывать в свое служение. Именно поэтому, не знаю, конечно, как здесь, но на Западе мы видим столько людей, которые выгорели. Они потеряли силы, они потеряли правильный драйв служения. И важно нам оберегать эту важную часть нашей жизни и правильно расставлять приоритет, чтобы наши взаимоотношения с Богом, они всегда оставались для нас главными. So to put it in one word, we need to learn to guard our heart. Или You know? я могу это таким простым выражением подытожить. Нам важно хранить свое сердце. Proverbs 4:23, this is one of my key verses. Притча Guard your heart with all 4:23. diligence, because out of this comes your life. Это один из ключевых стихов в моей жизни. Писание нам говорит, больше всего хранимого храни свое сердце, потому что из него вытекают все источники нашей жизни. And the problem I see with some leaders, they try to live from the fruit of their ministry, not from the relationship with God. И я вижу эту проблему в жизни разных служителей, когда они питаются и получают свое насыщение именно от плодов своего служения, а не из личных отношений с Богом. And they are deceived in their opinion that the fruit of the ministry will satisfy their heart, which is deception. Люди, которые обманываются, которым кажется, что вот я достигну успеха в своем служении, и это наполнит мое сердце радостью. We can live without ministry, but we cannot live without fellowship with God. И, по сути, каждый человек может жить без служения, но никто из нас не сможет жить без отношений с Богом. And in ministry, there is the danger that we shift from priority number one to priority number two. And ministry then is the goal, is the main thing. И опасность как раз и заключается в том, чтобы общение с Богом, оно уходит куда-то на второй план, и все начинает упираться в служение, которое мы производим. And I think we should all our life long strive to get to know God more and to be changed by Him. Но я думаю, что в жизни следует больше всего налегать на то, чтобы наши отношения с Богом углублялись, и чтобы мы могли переживать все те перемены, которые Он хочет сделать в нашей жизни. And find our satisfaction in the relationship with God, not in the ministry. И учиться черпать нашу удовлетворенность именно из того общения, которое у нас есть с Богом, а не из служения, которым мы занимаемся. Очень классный совет, спасибо. Со- Друзья, обязательно, если у вас возникли какие-то вопросы, friends, if you оставляйте have их в any- комментариях, мы any обязательно questions, leave it in продолжим. the- Поэтому всем пока, So, спасибо. goodbye.